вы можете думать очень много там про ученых там и так далее, но вы должны помнить следующее. То есть ученый, он всегда удовлетворяет свои личные амбиции и любопытство за бюджетный счет. Понимаете? А то, что там он получает там что-то полезное для общества, да, это такая вот, знаете, случайность, которая, ну, иногда бывает, а иногда не бывает. Понимаете? То есть, а в первую очередь он делает все для себя. И вы тоже должны понимать, что вы это все делаете тоже для себя. То есть, если у вас нет куража, если у вас нет понимания того, что это нужно для вас, и вот вам зудит, надо вот охота узнать, вот это так оно или не так, вам лучше вообще, в принципе, из этой сферы уходить. На это, потому что это бесполезно, понимаете, и это не то, в смысле, как вот, можно быть токарем, столяром, там, плотником, да, и как бы не очень любить эту профессию, да, но нельзя быть актером или ученым, не любя эту профессию. Ну, это было начало, так, давайте следующий слайд на это. Мы поговорим про работу с источниками данных, да, но я мог бы, конечно, там рассказывать очень много, там всякие, какие есть сайты со статистикой, какие есть сети и так далее. Но я думаю, что это больше технические вещи, и если надо, я вам их просто потом в виде какой-то специальной какой-то записи я вам просто вышлю, да, и вам просто по почте сделают рассылку, и вы будете ими пользоваться, да. Ну, тратить на это время, да, ну, вы же все и так опытные люди, да, работаете. Но, тем не менее, это вот так. Я хотел немножко поговорить по системные вещи, да, то есть, так, такой обычный я вопрос задаю, да. Кто учился в университете? Поднимайте руки. Ну, не так слабенько, как вы это, так, поднимите руки. Во, видите, практически все учились. А кто из вас проходил методы научных исследований? Ну, в 2 раза меньше, да? Поздравляю, вторая половина, вы не учились в университете. Вы учились в шараге, который называется университет. На это. Вот такие вещи, понимаете? То есть, когда педагогический вуз, да, ну там типа там АГУ, который мы в свое время называли Алматинским городским училищем, да, ну казгушники они такие снобы, когда они, в смысле, вот претендуют на что-то, мы спрашиваем, а у вас на методы научных исследований есть? Нету. У вас философия науки есть? Ну, где-то там, вот там, где-то там, далеко. В докторантуре или еще где-то там. Ну, значит, вы не ученые, и вы, соответственно, не имеете права называться университетом. На самом деле, в реальности, да, то есть мы должны понимать, что все же наука – это особая сфера деятельности человека, да, то есть как культура, как война, допустим, и так далее. И она является очень важным преимуществом, которое дает в развитии любой страны, да, то есть, как в 19 веке говорили, на все ваши вопросы у нас один ответ, у нас есть пулемет «Максим», а у вас его нет, понимаете? А именно наука дает и пулемет, и атомную бомбу, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, смотрите, есть типовой цикл воспроизводства знаний, да, то есть в первую очередь вы их производите, да, потом дальше уже накапливаете, да, до определенного уровня. Потом дальше, когда у вас накапливается много знаний, вы начинаете уже их классифицировать, да, то есть тем или иным образом. То есть вы начинаете сортировать их, это туда, это сюда, это так, так, так. И дальше уже начинается сравнение и проверка. Это когда уже появляются научные школы, когда появляются люди с разными взглядами на одно и то же явление. То есть они, ну там, один человек, допустим, который там это все исследует, да, уже несколько, они обмениваются, у них дискуссия, и получается уже какой-то диалог. В результате у нас есть анализ и синтез знаний на это. В результате анализа и синтеза получается у нас что? Не болады.
Помощь другу. Помощь соседу. На девушку свалились. Новое знание. У нас появляется новое знание, которое основывается уже на действующих знаниях, а не путем прямого какого-то эксперимента, наблюдения и так далее. У нас уже возникают знания из сравнений, из каких-то междисциплинарных связей и так далее, понимаете? То есть, и, соответственно, это снова производство знаний, и снова это заверчивается, и вот так по спирали вверх, 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 и оно идет, понимаете? То есть, когда вы будете что-то исследовать, вы должны в уме держать вот это все, весь этот цикл на это. В первую очередь, конечно, если говорить о накопление знаний, да, то есть мы должны говорить об Аристотеле и о Плинии Старшем, да, его естественной истории, которую он написал там 37 или сколько? 37 томов. 37 томов. Люди тогда уже имели огромный массив знаний, умели строить здания и дороги лучше, чем сейчас у нас в Казахстане, да, и развлекаться тоже умели лучше. Но я так скажу, уже тогда люди понимали, что надо иметь сводное знание, надо иметь оглавление, которое это, и надо уметь компилировать. То есть Плиний Старший — это первый и самый известный компилятор в истории, на это, который вот взял вот огромное количество источников, купил их, отредактировал, переписал, собрал и дальше уже продолжил на это. Уже вот следующий, ну, Плиний 77 год нашей эры, вот уже где-то примерно через 150 лет Ойген Адамант сделал гексаплу. Что такое гексапла? Это гигантская книжка, то есть многотомная, где он в виде споров с иудеями, да, то есть по поводу Ветхого Завета, да, то есть он сделал сравнительный анализ 6 вариантов Ветхого Завета, то есть на разных языках на это. И вот это было первое и самое как бы мощное, то есть сравнение текста. То есть вот этот самый, как вы говорите, контент-анализ и так далее, вот это все Ойген Адамант. 1700-1800 лет назад он это сделал. Ушло у него там 28 лет. Ну, вот, допустим, я в своей книге, там, в смысле, по правительству и исполнительную власть, тоже как Ойген Адамант, сделал, вот, допустим, там варианты Конституции, да, то есть Конституция Казахская ССР 93-го года, 95-го года первая редакция, 95-го современная редакция. И взял вот так по правительству Акимат и вот эти статьи, короче, сделал в табличку, вот как гексапла. Да. И, соответственно, сразу ясно и видно, как изменялись полномочия, определения правительства и акиматов, исполнительных органов в нашей Конституции, а значит и в нашей политической системе. Это вот тот случай, когда сама книга уже не является, в смысле, просто каким-то описанием или набором данных, а когда она уже является чем? Инструментом анализа. Понимаете? То есть инструментов анализа и какого метода? Используется тут какой метод? Сравнительный. Сравнительный метод на это. То есть, а где у нас он еще, вот, допустим, очень часто используется сравнительный метод, да, и с текстами? Правильно, кто сказал? Красавчик. Да, у нас, допустим, вот если посмотрите, и в отделе, это вот сравнительная таблица к законопроекту, и, ну, когда бывает хорошо, там, один вариант, потом бывает второй, третий вариант от каждого разработчика, и вы уже вот так смотрите. То есть, а это все придумал Ойген Адамант. Ну, вот так вот. То есть, древний богослов. Соответственно, вы когда вот, допустим, Исаак Ньютон писал Гуку, да, то есть все мы
карлики, которые стоят на плечах великанов, он как бы, у него первое значение вот это все метафоры, то, что вы все делаете, да, то есть это кто-то уже придумал, внедрил, распространил и так далее. Это первый вариант. Второй вариант, Гук был просто очень маленького роста, и Исаак Ньютон его просто оскорблял таким образом. Он его дико не любил и постоянно троллил. Ну, в общем, ученые не все приятные люди. Есть еще такое понятие, как иснат. Иснат – это арабское понятие, да, то есть это то у нас была христианская теология, а это исламская теология. Так, вот такой еще вопрос. Так. Как вас звать? Инкар. Ну вот видите, у вас тоже практически арабское имя, да, на это. Ну, а знаете, какая вот вторая для мусульман самая главная книга после Корана? Не знаю. О, кто знает? Сунна. Сунны, да? Сунна. А где она была написана? Она была написана после смерти пророка Мухаммада, уже собиралась главными халифами в период процветания арабского халифата. Да. А самый главный сборник хадисов, кто написал? Абу аль-Бухари. Кто сказал? Молодец. Да, это как раз написано было на территории нынешнего Узбекистана, в Бухаре. То есть, и самое главное, то, что там было, да, то есть, вот эта традиция, она позволяет то есть, когда вы, допустим, говорите, да, то есть, я принадлежу к такой-то научной школе, да, допустим, вы просто говорите, мой учитель учился у того, потом у того, у того, у того. И вы так можете проследить там, допустим, до каких-то там выдающихся ученых, у которых они там учились. То есть на самом деле как бы тут анализировалась вся цепочка вплоть до пророка, понимаете? То есть это было, может быть, десятки имен, да, которых каждого проверяли. То есть был ли он достоверным источником и так далее. То есть обычно мы проверяем достоверный источник, это саму публикацию, допустим, книгу и так далее. А тогда проверяли именно самого человека как источник. Потому что хадисы это все-таки устная традиция, да, и так далее. То есть это тоже делалось. Понимаете? И вы тоже должны понимать, что любое знание, которое вы пришло, оно такое, оно передалось по цепочке. Чем важно еще, почему вот у вас сейчас есть вообще вот эта школа, да, и так далее. Дело в том, что у нас есть, ну, такое не очень хорошее свойство в аналитике и так далее. То есть у нас старшее поколение не стремится делиться знаниями. Понимаете, это раз. А в условиях того, что у нас многие вещи не написаны, а передаются устно, то есть разрыв поколений приводит к тому, что вы просто не знаете, откуда это взялось, почему это решилось и так далее, и так далее. А это вещи, которые важные и базовые. И, может быть, даже отличают, допустим, специалиста высокого класса от, так скажем, ну, такого адепта, такого начинающего на это. И понимаете, то же самое. То есть вот эта школа существует для того, чтобы мы делились с вами каким-то опытом, потому что мы это все видели, может, своими глазами, были участниками, разработчиками и так далее. Вот. Соответственно, эта традиция еще жива. У нас не очень, а так вообще жива, конечно. Ну и, конечно, вы все уже знаете, да, то есть конец 18 века, ну и вообще, в принципе, 18 век, это сначала словарь Чемберса, да, и потом дальше уже французская энциклопедия, Дидро и Даламбер, да, то есть, но самое главное тут понимать, то есть энциклопедия была не просто энциклопедии, да, потому что до этого были словари там и все, и, там различные другие сборники и так далее. А дело в том, что у нее был главный редактор, который через нее формулировал систему взглядов, ценностей и каких-то, так скажем, общих политических вещей.
как, что и делать. Поэтому, кстати, энциклопедию так и преследовали, потому что люди даже тогда уже понимали, что такое целостная система знаний. Потому что одно дело, когда у вас она вот так, как камешки, знаете, мозаика такая. Вы берете там кучу груду камней, это вот так валяется, да? То есть это вот, если у вас знания не системные. А если у вас там, ну как у там в сериале по Шерлоку Холмсу там дворец разума, там выстроены там стеночки, четко там сделано по плану и так далее, это, соответственно, уже совсем другое. И гораздо крепче, и гораздо комфортнее. Так вот, энциклопедия давала именно огромный такой объем знаний, который очень сильно влиял на всю интеллектуальную жизнь Европы. Так. Как вас звать? Фатима. Фатима. Фатима, а сколько томов в казахской энциклопедии? Точно не знаю. Боюсь, что много. Томов 20. Нет. Сколько? Кто знает? Сколько? Правильно, пятитомник. Ну, как бы... то есть посоревноваться с французами 18 века мы, несмотря на компьютеры, книжки, объем не можем. Понимаете? То есть и это как бы наша очень большая проблема. А насколько большая, я покажу потом чуть-чуть дальше. На самом деле, как бы 18 век это было только начало. Когда началась настоящая научная революция, началась, ну как бы рационализм, позитивизм и так далее. Это началось в 19 веке и привело к написанию гигантских томов, гигантских энциклопедий, которые охватывали все известные сферы знаний. Вот, допустим, вот известный географ Элизе де Реклю, он написал 20-томник всемирной географии, то есть «Земля и люди», да, каждый год писал по одному тому. Один том 900 страниц. В каждом еще где-то было еще куча, где-то около 100 страниц с гравюрами, с этими и так далее. И это он писал чернилами и так далее, и так далее. У нас каждый год писать гигантский том по 900 страниц мало кто очень может. Кто может? Кто может? Не знаю. Правильно. Никто не может. Никто не может. Вот, допустим, да, у нас и нет таких проектов. Да, допустим, вот сейчас пишется «История Казахстана», 7-томник. До этого 2 попытки было, короче, и они это... Правильно, провалились. Деньги были потрачены, истории Казахстана не было. 2 раза, короче. Вот в 19 веке, то есть, вот живописная Россия, это была гигантская, то есть, 20-томник получается, да, то есть, там что хорошо, там есть отдельные 2 тома, которые посвящены Казахстану, и поэтому, в смысле, я, допустим, их читал, ну, как бы, но у нас он его как источник почему-то не использует на это. Но в реальности, то есть, где-то 93 автора, которые это все писали. А теперь вот немножко о нашей ситуации. У нас какая экономика? Еще какая? Правильно, сырьевая. За счет чего мы живем? За счет природных ресурсов. Значит, точнее полезных ископаемых. А в каком году у нас выходила последняя геология Казахстана? В 81 году. А какой сейчас год? 23-й. Сколько лет прошло? Нормально ли это? Нет. Смотрите, когда у нас, вот, допустим, да, флора Казахстана, да, выходила в 50-х годах, да, 50-е, 60-е и так далее. 2 примера вот таких. Помнится, как-то я делал исследование по биоразнообразию
Актюбинской области, да, там отправил там биологов, там, в смысле зоологов, геоботаников. А потом спрашиваю, когда последний раз было-то? С чем сравниваем? Они говорят, 65-й год. Я такой, ништяк. После 65-го года никто не проводил исследований, понимаете, на это. Или вот когда вот в 2016 году, когда я был в составе земельной комиссии, да, мы сидим такие, ну вот там это там и так далее. Еще вот у нас угодья, да, мы вот тут у нас митинги за землю, да, а у нас какая это почвенно-геоботанические карты есть актуальные? Нам что ответили? Правильно, нет. И их после как раз комиссии начали делать. По-моему, еще не доделали на это. То есть, как вы понимаете, да, то есть интеллектуально, ну, она такая, в смысле, у нас, извини меня, научные институты у нас остались и так далее. Тут министр науки же есть? Тут стоял министр науки? Стоял. Министерство науки было? Было. Научные статьи пишутся? Пишутся. 22 тысячи ученых по статистике у нас есть? Есть. А книжек почему нет? Почему у нас нет обобщающих монографий по каждому, каждой научной сфере и так далее? Ну вот, так, сейчас. Сегодня у нас этот день девушек в науке, да? Мы поэтому будем девушек спрашивать. У вас какая специальность? Экономика. Есть ли у нас большая, допустим, какая-то обобщающая книжка по экономике Казахстана? Национальный автор должен быть. Ну, имеется в виду казахстанский автор. Ну, разумеется, казахстанский. Не сталкивалась. Не сталкивалась. Макроэкономика, МНК, макроэкономика. Нет, в смысле, именно само описание казахстанской экономики. Нет, Не сталкивалась я. не сталкивался. Кто не сталкивался с каким-нибудь многотомным или хотя бы мощным монографией по экономике Казахстана? Кто? Монография. Это она же вот такая же. И она, по-моему, какого года-то? То есть ей 20 лет, да? То есть сколько у нас экономических факультетов в стране? В вузах. Везде есть, да? Экономисты все выходят. А почему у нас нет книжки по экономике, да? Почему у нас нет? Нет. Просто это называется интеллектуальный суверенитет, понимаете? И на самом деле, так скажем, деколонизация начинается с чего? Когда ты сам о себе пишешь. Соответственно, большая как бы цель того, что вот вы тут сидите, да, и нас слушаете, да, именно в том, чтобы вы писали. Разумеется, да. Потому что, извини меня, если у тебя нет обобщающей монографии по стране, да, у тебя нет науки просто. Если вот у тебя есть экономика, да, есть экономисты, да, а книги нету, значит, у тебя на самом деле есть экономика, но нет экономистов. Понимаете? Это есть экономисты, которые там бухгалтеры, там, финансовые директора, но ученых-экономистов, значит, у вас в стране просто нет. Понимаете? Но зато у вас есть политологи, да. Мы вот, допустим, издали 6 книг в прошлом году, да, то есть и выложили их в электронном виде, и раздаем там, и всячески это. Не все, правда, их скачали. В общем, у нас есть еще, мы вообще планируем 12 томов, но как бы уже вот у нас вышло по политическим институтам, в этом году мы пишем по административно-территориальному развитию, экономическим реформам, судебной правоохранительной системе и гражданскому обществу книги на это. То есть несем свет просвещения это. На этой основе будет тоже сами писать книги, понимаете, на это. То есть
В чем смысл? В том, что вот когда я вот говорил про цикл знаний, да, то есть большая завершающая монография – это что? Это систематизация и классификация уже имеющихся знаний. Если вы не можете вот это гигантское количество вот этих научных статей сделать в одну и сказать, что вот это то, что сейчас известно о нашей стране, допустим, в той-то отрасли, да, с такой-то стороны, ну, значит, у вас нет науки, понимаете, на это. И, соответственно, вы же понимаете, что наука – это система знаний об окружающем нас мире, понимаете, добытых научным методом на это. Понимаете, и тут мы приходим к тому, что вам надо знать 3 вещи, 3 научных предмета, то есть на этом, которые вот некоторые проходили, некоторые не проходили и так далее. То есть, в первую очередь, как бы это история науки. То есть, возьмите какое-то там учебное пособие и так далее. Вообще, по идее, оно должна была быть в магистратуре у вас. Ну, в казахстанском образовании мы не можем быть ни в чем уверенными. Понятно? В чем смысл знать историю науки? То есть, вот вы пользуетесь вот туфлями, да? Угу, да. Примерно, сможете их шить? Нет. А почему? Пусть тот, кто занимается производством обуви, продолжает заниматься этим. Нет, на самом деле вы не можете это шить, потому что вы не знаете, как это все делалось, понимаете, на это. Чтобы заниматься наукой, вы должны знать, как это все делалось, какие были школы, кто какие вел дискуссии, какие взгляды были признаны ошибочными, какие верными, кто победил в итоге, какое направление оказалось перспективным и почему. Может быть, оно было перспективно, но просто основатель школы стукнул инфаркт, и он умер. И все. А в науке обычно побеждает тот, кто пережил своего научного конкурента. Кто остался жив, тот и молодец. Кто умер и не оставил учеников, тот и как бы не молодец. На это. Что это значит? Дело в том, что когда вы вот в это все будете знать, вы будете понимать, как оно все делалось, и, соответственно, вы уже, для вас не будет, допустим, это туфлями, которые не знаете, там, что внутри, какой там состав подошвы, как все это делать. Вы узнаете это все досконально и, соответственно, можете сказать, ну вот давайте мы тут чуть-чуть там супинатор увеличим, вот тут изменим там колодку, вот тут, допустим, изменим кожу там и так далее. И мы уже, это будет уже мое произведение. То есть, если вы не знаете историю науки, вы не можете ей заниматься, понимаете? По-хорошему, конечно, у вас на каждом предмете, да, допустим, особенно которые, или страновые и так далее, должно было быть вводные там 2 лекции, которые рассказывались как раз по истории данной науки. Таким образом вы получали бы уже по отраслевым знаниям именно как раз вот это понимание школ, эволюции взглядов и так далее. Очень важно, да, то есть вы как прикладники, да, я советую даже вам больше не саму историю науки смотреть, да, а историю науки и техники. Потому что многие вещи, которые были изобретены, это все же не столько даже реально техническое знание, но и гуманитарное знание. Потому что у некоторых людей стоит в голове вот такой вот ограничитель, и они не могут это сделать на это. И, соответственно, вот 3 важные дисциплины, которые тоже вам нужно знать. То есть, если вы вот специализируетесь в чем-то, вы должны быть знать источниковедение, да, то есть не как именно сугубо историческую дисциплину, а как общую дисциплину, общенаучную, понимаете. Частным вот случаем этого является факт-чекинг. То есть фактически это такая маленькая
часть источниковедения, которая просто прикладное имеет значение на это. И, соответственно, вы уже дальше должны знать историографию на это. Понимаете, то есть вы должны, допустим, те же самые книги, допустим, там, тех или иных авторов, немножко хотя бы знать основные, как они появились, почему появились, что стало, допустим, там, побуждающим для мотивом и так далее. И тогда вы погрузитесь в науку немножко дальше, чем обычные люди, да, то есть и в аналитику, и немножко лучше все будете это уже понимать.